В ближайшие 5 лет туристический поток в Якутию намерены увеличить более чем в 12 раз, до 250 тысяч человек. Сейчас этот показатель в среднем равен 20 тысячам в год. А объем вклада в валовой региональный продукт туротрасли должен составить не менее 1%. Концепция развития туризма в республике с такими задачами представлена на днях во время выездного совещания главы Якутии Айсена Николаева в Амиконском районе. Как и что для этого нужно, мы поговорим сегодня с гостем студии, министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Цифры действительно внушительные. А что нужно изменить в туристской отрасли, чтобы достичь этих целей? В первую очередь нам нужно поработать с инфраструктурой, потому что, конечно, чтобы развивать бизнес в таком сложном и новом на самом деле направлении, конечно, мы должны предоставить более адекватные условия для того, чтобы предприниматель захотел вообще зайти в турбизнес. А что это? Это дороги? Это в комплексе все. Конечно, дороги, потому что логистика у нас на сегодняшний день не обеспечена даже в тех дестинациях, которые уже развиты. Буквально недавно мои коллеги, мои друзья, бывшие из бизнеса, знакомят меня с теми ошибками, с теми проблемами, которые на сегодняшний день есть в этой отрасли. Нет указателя элементарно. Вот коллеги ездили в Бизанарии и не могли его найти. Конечно, эта задача стоит и перед Минтрансом, потому что если это федеральные дороги, и перед муниципалитетами, если дорога принадлежит муниципалам. И, конечно, перед самими предпринимателями, которые хотят увеличить к себе турпоток, но ожидают, что это сделает прежде всего правительство, конечно. Да, конечно, действительно взаимно приходится устранять вот эти даже мелкие недочеты, с указателями. Но о чем еще шла речь на выездном совещании в Амиконе? Вот что предлагали представители туротрасли? Что озвучивали? Прежде всего, конечно, нужен доступ к финансовым ресурсам. На сегодняшний день мы ознакомились, что мы уже создали ряд коробочных финансовых продуктов в нашем фонде. Например, сейчас можно приобрести транспортные средства для непосредственно занятия турбизнесом под залог приобретаемого транспортного средства. Раньше такого мы предложить не могли. Вы знаете, что у нас открылась региональная лизинговая компания, но, к сожалению, именно транспортные средства там приобрести под льготный процент нельзя. Поэтому мы сделали это в фонде. Также, конечно, необходимы компетенции. Сейчас есть большая нехватка кадров в турбизнесе, но на сегодняшний день мы и эту проблему уже начали решать. Мы заключили соглашение с колледжами, и сейчас мы уже начнем подготовку даже по такой новой специальности для Якутии, как контент-менеджер. У нас большая нехватка сейчас контента даже для собственного сайта, и мы очень заинтересованы в том, чтобы такие компетентные люди в туротрасли появились. Вы уже упомянули, что нехватка кадров. А какие еще есть проблемы в этой отрасли? Конечно, у нас есть еще наш собственный менталитет. Мы не совсем готовы к тому, чтобы принять такой большой поток гостей из разных стран, потому что у каждого свои требования. Если Китай приезжает и ожидает у нас увидеть China-friendly, чтобы все меню были переведены, те же самые указатели, чтобы люди говорили желательно на китайском языке, то японцы, например, они ставят на достаточно высокую планку сам сервис, сами условия, то есть это не менее 4 звезд, то есть они хотят жить в очень комфортных условиях. Но это не помешало, например, прекрасно отдыхать японцам на полюсе холода, они были довольны, и, возможно, появится как раз для них новое направление, как раз такого экстремального туризма, и они менее будут все-таки предъявлять серьезные условия к нашей инфраструктуре непосредственно. На кого, если так можно поделить, если так можно сказать, мы ориентируемся? Это все-таки европейские туристы, то есть западные, азиатские, либо внутрирыночные, то есть внутрироссийские? Смотря зависит от дестинации, то есть если Ленские столбы, они в принципе, это уже бренд, сложившийся, мировой, их посещают страны практически все, то есть это и АТР, это и Европа, это и Россия.
то полюс холода, он очень популярен среди европейцев. Вот на полюсе холода у нас были предварительные соглашения, заключены сейчас с французским агентством, турагентством непосредственно. Мы обменялись не только контактами, но и видеоматериалом. То есть сейчас во Франции турагентство будет распространять наш контент и рассказывать о том, что можно испытать себя холодом и посетить Оймякон. Ну, скорее всего, ведется такая статистика, из каких государств к нам чаще всего приезжают? Конечно, это АТР, это Азиатско-Тихоокеанский регион, это непосредственно Китай. Очень много у нас начали нас посещать корейцы, японцы. И вот благодаря Кубку мира мы тоже открыли сейчас для новых стран, да, у нас и кубинцы к нам приехали, и Америка. И мы максимально тоже рассказывали о нашем туризме. В «Полярной звезде» работал наш туристско-информационный центр. И мы активно распространяли информацию, чтобы расширить все-таки круг посетителей Якутии, туристов, ну и не ограничивать себя только АТР. Ну и возвращаясь к вопросу кадров, где и как у нас их готовят? Ну, на сегодняшний день это у нас Покровский колледж сервиса. Он был таким основоположным учебным заведением, которое готовило давно для сферы гостеприимства. Но сейчас мы уже работаем также с колледжем сервиса, с Ольгой Александровной Кокош, которая как раз под нас разработала флагманскую программу вместе со Сколково. И мы там будем готовить сразу по 3 направлениям для сферы гостеприимства новые кадры, в том числе по краткосрочным программам. То есть если нужно быстро переобучить вот к летнему сезону персонал, это уже можно будет сделать. А на какую поддержку могут рассчитывать предприниматели в этой отрасли? Как я уже сказала, это новые финансовые продукты в фонде. Помимо того, что они могут приобрести транспортные средства, они также могут потратить эти деньги на создание инфраструктуры, то есть до 8% у нас там процент годовой. И мы предоставляем достаточно такие доступные условия, то есть это даже может быть начинающий предприниматель, но обладающий определенными компетенциями. У нас сейчас запущена акселерационная программа в бизнес-школе при Минпреде. Мы не ожидали такого большого ажиотажа, нам пришлось даже очень многим отказать, там было более 100 заявок, мы приняли 20 лучших, которые прошли бизнес-тесты и отвечают хотя бы начальным требованиям для того, чтобы учиться на акселераторе. К Дню предпринимателя в конце мая будут у нас уже выпускники, которые в том числе готовят бизнес-планы в сфере турбизнеса, то есть по всем направлениям и в обучении предпринимателей, и непосредственно в финансовой поддержки мы активно работаем. Кроме того, нужно не забывать, что туризм дает мультипликативный эффект, то есть развиваются и параллельные сферы, смежные сферы. Например, до полюса холода за месяц мы направили десант в Оймякон. Благодаря тому, что на отчете правительства я познакомилась с ирландскими мастерицами, мы прямо там договорились, что я их отправлю в Оймякон, и они смогут поделиться своими знаниями по производству сувениров со своими оймяконскими коллегами. Мы это сделали и были очень приятно удивлены, когда непосредственно на празднике туристы буквально сметали все, что было на столах, они покупали наши сувениры и покупали картины, покупали камни расписные, то есть это вот такая новая фишка была для Оймякона. И я считаю, что это нужно продолжать делать, потому что сувенирное производство и туризм, они, конечно, идут параллельно. Ирина Сергеевна, нам известно, что буквально уже завтра в Верхоянске стартует фестиваль туризма. Вот расскажите поподробнее об этом мероприятии, чего ждать, кто приедет? Центр мира холода, так называется этот фестиваль. И мы на сегодняшний день ожидаем там туристов из Европы, также из, опять же, стран АТР. У нас будет очень много ученых, потому что вы знаете, что там это все приурочено
к 150-летию метеорологических испытаний, которые начались непосредственно в Верхоянске. Поэтому мы совместим непосредственно туристические все направления с научными. У нас там будет стартовать новый проект «Покорители холода». О нем мы уже немного рассказывали, в том числе на совещании с главой республики в Омиконе. Это уникальный проект, который привлечет к нам очень много туристов. Это будет экспедиции. Из разных стран мира будут команды собираться, которые будут искать точку с самой низкой температурой. Где-то, наверное, она находится между Верхоянском и Омиконом. Вы знаете, что идет борьба этих двух районов за статус самого холодного региона планеты, в принципе, да, района. И мы хотим привлечь все-таки к этому спору большое количество команд со всего мира, которые, в том числе, их будут сопровождать спонсоры, которые производят экипировку, которые производят транспортные средства, которые работают в холодных условиях. И я считаю, что этот проект получит, надеюсь, конечно, на это, что получит мировую известность. Мы планируем привлечь National Geographic, которые будут это все снимать. То есть планов у нас очень много, более подробно. Все секреты раскрывать не буду, но более подробно я расскажу об этом как раз в Верхоянске. Ну и очень коротко в завершении нашей беседы, а станет ли этот фестиваль ежегодным? Фестиваль, который будет в Верхоянске. Верхоянске, да. Я очень на это надеюсь, потому что событийные мероприятия, это, конечно, всегда привлекают очень много туристов, и чем их будет больше, тем быстрее мы добьемся тех цифр, которые вы озвучили в самом начале, цифр, к которым мы идем в рамках нацпроекта. Елена Сергеевна, большое спасибо вам за участие в нашей беседе. Она была действительно интересной, и желаем вам плодотворной работы. Спасибо большое. Я напомню, что гостем студии была министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких.